Специальные учения проводились на полигоне Гудаута. К мероприятию были привлечены около 100 военнослужащих и до 20 единиц специальной военной техники, в том числе современные автоматизированные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на базе автомобилей КАМАЗ. У нас здесь на 7-й военной базе мы подготовили, сделали специальное поле специалистов РЭП, на котором мы сейчас находимся с вами. Оборудовали его плакатной материальной базой, берем с собой ротно-материальную, учебно-материальную базу. И, соответственно, стараемся как можно чаще, но это получается как раз согласно правилам боеподготовки, каждый день проводим занятия здесь, на поле. В ходе практических тренировок военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы российской военной базы отработали задачи подавления средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника, отработали вопросы по искажению навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения. Военнослужащие осуществили пеленгации всех радиоэлектронных объектов в радиусе 40 километров, провели сбор и анализ разведывательной информации. При отработке задач по нарушению связи условного противника специалисты РЭП военной базы применяют машины помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ-Патриот. С нашей роты РЭП проводились занятия, ротные тактики, специальные учения, которые применяли следующие образцы техники. Станция Р-330Ж, станция «Лава РП», «Ларандит», Р-330Б. В результате чего были подавлены по розыгрышу средства сотовой связи противника, средства радиосвязи противника. Они были запеленгованы и подавлены нашими комплексами. В ходе учения специалисты РЭП выполняют нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы и отрабатывают вопросы воздействия на навигационные системы беспилотной авиации условного врага. Эффективность создаваемых зон радиопомех в ходе полевого выхода оценили операторы полевого узла связи 7-й военной базы. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение.